Центральный Кавказ. Вот уже более 2000 здесь живут осетины, потомки скифо-сармато-аланской цивилизации. Традиционная культура и история этого древнего народа уже давно привлекают внимание ученых. Если бы предоставить всем народам на свете выбирать самые лучшие из обычаев и нравы, то каждый народ, внимательно рассмотрев их, выбрал бы свои собственные. Так каждый народ убежден, что его собственные обычаи и образ жизни некоторым образом наилучшие. Геродот. История. Гордость за свою историю и возросший интерес к происхождению вполне закономерны. Ведь осетины – древний народ индоиранской группы большой индоевропейской семьи. В жестких условиях становления мировой цивилизации он сумел сохранить свою идентичность, родной язык и самобытную культуру. Этому процессу во многом способствовало национальное мироощущение, веками формировавшее традиции и духовное наследие осетинского народа. В основе традиционной культуры осетинского народа лежит система воззрений, получившая название мифопоэтической модели мира. Через призму мифа рассматриваются все процессы, происходящие вокруг. В основе мифопоэтического мышления обязательно присутствуют космологические схемы, по которым строится жизнь окружающего нас мира. Одним из феноменов традиционной народной культуры является осетинское свадебное действие, вобравшее в себя важнейшие ритуалы, наполненные глубоким смысловым значением и большой символической нагрузкой. Прототипом осетинской свадьбы является сюжет основного индоевропейского мифа о громовержце. Осетинская свадьба традиционная, она является одним из обрядов традиционного же общества. А традиционное общество, оно и называется традиционным, потому что оно ориентировано на воспроизведение прецедента. То есть сама по себе традиция – это повторение того, что было в прошлом мифологическом, когда создавался мир, когда создавался человек, когда создавалась Вселенная. И правильный повтор вот тех мифологических событий – это самое главное условие, которое обеспечивает успех обряда. Прототипом осетинской свадьбы является сюжет основного индоевропейского мифа о громовержце, о божественном свадебном союзе между небом и землей, между героем и дочерью солнца. Из века в век исполнение осетинского свадебного обряда было для его участников своего рода испытанием души и духа. Во многом вот подобный подход был проведен безвременно ушедшей от нас Валентиной Газдановой. То есть она первая из осетинских этнографов рассмотрела свадьбу вот в таком ключе. И она вот ясно обозначила, что свадьба – это переход, и как всякий переход подобного масштаба, это состояние временной смерти, которую нужно преодолеть. Вот для того, чтобы перейти в новую социальную категорию, нужно умереть для той, в которой он прежде был. И для того, чтобы этот переход был успешен, он должен воспроизвести прецедент, существовавший в прошлом. Обряд воспроизводит, реализует, разыгрывает сценарий, который уже однажды был осуществлен. И для того, чтобы вот в целом понять, о каком сюжете, собственно, идет речь, мне кажется, что нужно исходить из сюжета об Ахшартаге и Дзерасе.
Вот на мой взгляд, это и есть та мифологическая основа, которая лежит в тех ритуалах, из которых выстраивается свадебная церемония. В саду нартов росла чудесная яблоня. Только одно золотое яблоко вызревало на ней к наступлению ночи. От всех болезней и несчастий спасало оно, но со временем стало яблоко бесследно исчезать. Нарт Уорхак и его сыновья Ахшар и Ахшартак стали по очереди сторожить сад. Как-то раз осветилась яблоня божественным светом, и Ахшартак заметил возле ее ветвей голубку. И только она сорвала золотое яблоко, как юноша пустил стрелу и ранил ее. Потом он узнал, что в облике голубки была красавица Дзирасса, дочь морского царя Думбетера. Ахшартак разыскал Дзирассу, исцелил ее с помощью чудесного яблока, и они сыграли свадьбу. Сюжет о Дзирассе и Ахшартаге – это эпический цикл, который принято называть началом нартов. И он рассказывает о том, как возникает фамилия Ахшартакатов, каста воинов, которые являются главными героями нартовского эпоса. Ахшартак – это юноша брачного возраста. В эпосе он подает пример того, как следует добывать себе жену. То есть жена – это именно добыча. И охота, где на кону стоит собственная жизнь. В качестве посредника выступает стрела, пущенная стрела. А ответ со стороны девушки держит ее мать. Причем вот в таких архаических традициях существовал обычай, когда девушка делала выбор. Это вот в эпосе Рамаяна, это как бы основа сюжета. Сваямвара. Царская дочь объявляет о том, что она собирается выйти замуж. И приглашает соискателей ее руки. И соискатели должны между собой, соревнуясь, выявить самого достойного. Характерной чертой нартов, мифологических предков осетин, был беспокойный дух соревнования, отраженный в девизе «Быть лучшим всегда и во всем». Ахшартак, в отличие от всех своих предшественников, он единственный, кто справляется с этой задачей, он попадает в цель. Вот это важное сакральное действие, как завоевание мужчиной, воином, женщины, как красы мира, как весны, как продолжение вот этого мифологического действия, как бы добывание Ахшартагом Дзирассы, как это происходит во многих мифологических действиях. Я думаю, что в свадьбе это наиболее точно и наиболее интересно выражено. Да? То есть жених, он добывает эту какую-то сакральную женщину, да, которая станет прародительницей рода, которая потом в семье произведет какое-то определенное очень важное действие, вегетативное действие, да, после которого произойдет какое-то очень важное развитие внутри фамилии, в которую эта женщина будет принята. Поэтому свадьба – это очень сложное ритуальное действие. Каждый аспект свадьбы, он был очень продуман в традиции, и каждый элемент свадьбы, он был очень важен. Изначально происходит выбор невесты, затем засылаются сваты, затем заключается брачный сговор или брачный договор. Из дома жениха посылают поезжан, это вот такой термин этнографический, вот то, что по-осетински чинсхащета, у которых есть вот старший шафер Кухал-Хасай, есть младший шафер Мзварджин. Они едут в дом невесты, в доме невесты соответствующие церемонии, одевание невесты, обвод ее вокруг очага,
Затем ее забирают, привозят в дом жениха. И вот в доме жениха тоже ряд действий обрядовых происходит. В осетинском свадебном обряде сосуществует несколько сфер традиционной культуры. Миф, обычное право, игра, магия, искусство и ритуал. Расставаясь с домом отца, невеста должна вместе с шафером трижды обойти с молитвой вокруг очага и прикоснуться к надочажной цепи, для того, чтобы Сафа, покровитель очага, взял ее под свою опеку. Мифология осетин громовержец Сафа соединяет браком небо и землю. Надочажная цепь в этой системе является символом мировой оси, вокруг которой организовывается пространство осетинского жилища. Домашний очаг и цепь над ним, спущенная с небес покровителем Сафа, считаются священными для каждой семьи. Исполнение эпоса достаточно регламентировано. Эпос исполнялся на Нехаше. Нехаш – это мужское собрание. И поэтому знание этого сюжета, оно не могло быть всеобщим. А свадьба – это настолько массовое мероприятие, что этот же сюжет должен был быть рассказан таким образом, чтобы он был доступен всем без исключения. Мало того, желательно, чтобы каждый мог принять участие в его розыгрыше, в его инсценировке. Традиционный свадебный обряд из века в век служил символом преемственности и этнического единства его исполнителей. В нем сохранились многие элементы, наполненные символическими образами. Реконструкция смыслов, которые стоят за основными ритуалами, предмет внимания ни одного поколения ученых. В нашей науке стеноведческой, но свадьба – это предмет исследования этнографов. Надо признать, что этнографы старшего поколения, они действительно свадьбу описали подробно, детально, с локальными вариантами культуры. Но этого недостаточно. Мало ее описать, даже очень подробно. Ее нужно понять, нужно осмыслить, нужно посмотреть на этот обряд, попытаться установить диалог с людьми прошлого, которые были создателями и носителями этого обряда, этой традиции. То есть у каждого ритуала, обряда есть свой мифологический архетип, есть какое-то мифологическое объяснение, это есть картина мира человека прошлого. Сегодня в свадебной обрядности есть такой обычай, и даже есть специальное действующее лицо, которое выполняет этот обряд, и палочкой снимает с невесты фату. Опять же, у Валентины Газдановой очень подробно описан этот обряд. Интерпретируется он таким образом, что здесь срабатывает миф о громовержце. Это общий иранский миф, который, как считается, здесь получил такую интерпретацию. Снятие фаты – один из центральных свадебных ритуалов, дошедших до наших дней. На протяжении многих веков фату снимали острыми предметами – стрелой, кинжалом, заостренной палочкой или свадебным флажком. Снятие фаты свадебным флажком – это символ приобщения молодой к новой семье. И сопровождается это действие пожеланиями невесте счастья, а также рождения 7 сыновей и голубоглазой дочери. Название свадебного флажка Шаржеда Хатсил означает «ангел, покровитель головы». Как правило, флажок бывает белого цвета и хранится на видном месте, обычно в углу на женской половине или на кухне в современных условиях. Сегодня в свадебной обрядности не сохраняются предсвадебные обычаи. Да, это обычаи избегания между женихом и невестой.
И это, наверное, правильно. Это тот случай, когда традиция ушла безвозвратно. Было бы смешно сегодня пытаться восстановить такую традицию и лишать нашу молодежь такого букетно-конфетного периода отношений. Но сохраняются сами свадебные ритуалы. Вот, например, сохраняется и очень стойко такой обряд, когда девушка из семьи, из родительского дома приносит в дом жениха чашу с медом и маслом. Это очень древний обряд, чаша уже не деревянная, она за это время побывала и стеклянная, и хрустальная, и серебряная, и значит, еще какой-то. Все это оформляется по самому последнему слову дизайна, постоянно меняется, но мало кто задумывается над смыслом этого обряда. В лучшем случае люди считают так, что ах, это мед, сладко, значит, это символ сладкой жизни. Вот Валентина Газданова в своей книге провела анализ этого обряда. Она выяснила, что прежде в этот ритуал входило еще и такое действие. Не только угощали медом свекровь, старших женщин, но еще и смазывали основание очага. Очаг, надочажная цепь – это домашняя святыня. Поддержание жизни в очаге – это есть символ бессмертия рода. То есть прежде чем отказываться от такого обряда, надо бы, конечно, знать, что он означал. Или, например, очень часто дискутируется вопрос о костюме, свадебном национальном костюме. Ведь в какое-то время была такая тенденция, девушки стали отказываться от этого костюма. Сегодня мы наблюдаем такую паллиативную, компромиссную форму. То есть первый день в родительском доме девушка в европейском платье, а в дом жениха она приходит в национальном костюме. Но прежде чем отказываться от костюма, тоже, видимо, девушкам было бы полезно знать, что, собственно говоря, этот костюм означал, ведь в нем нет абсолютно ничего случайного, и каждая деталь в таком костюме продумана. Ну, например, головной убор, шапочка, круг в ее основании. То есть круг – это защита, это энергетическая защита человека от каких-то, там, скажем, темных сил. Люди были суеверны. Они считали, что невеста – это существо, подверженное какой-то плохой энергетике, так скажем. Такую же функцию охранительную выполнял пояс. Это круг, замкнутое пространство, которое защищает человека от плохой энергетики. Тем более, если серебро, бронза, медь, оно само по себе является и всегда считалось оберегом. Или, скажем, орнамент, вышивка на этом костюме. То есть анализ этого рисунка показывает либо две птицы, это символ плодородия, древо жизни. То есть это тоже символы, это хорошие символы, это обереги, это пожелания. В осетинской мифологии зеркало является одним из солярных символов. Зеркало, с одной стороны, является напоминанием о божественном браке между мифологическим героем и дочерью Солнца, а с другой – служит охранительной магией. В нартовском эпосе значительное место отведено священному небесному зеркалу, в котором можно было увидеть будущее. Зеркало присутствует и в обрядах более поздних времен. Перед уходом невесты из отцовского дома оба шафера подносят зеркало к ее матери. Она, в свою очередь, выставляет 3 священных пирога и с чашей в руке произносит молитву напутствия. Пусть это дитя идет прямой дорогой, пусть живет счастливо там, куда уходит. Да оставит она счастье у нас и принесет счастье в свой новый дом. Для народного сознания важную роль играют какие-то особые характерные свойства животных, птиц. Еще человек себя не выделяет из этого мира. И он пытается в каждом увидеть какую-то характерную черту. А для голубей известно, что они любят водную стихию, принимать водные процедуры, особо быстры в полете. И что самое главное, в осетинском названии голубя, ахшинак, присутствует корень, который обозначает цвет. То есть по-осетински голубь – это все равно, что сказать сизый. Но этим же корнем сизый
обозначалось и Черное море. И вот так цвет соединял водную и небесную стихию. Это линия горизонта, где небо сходилось с океаном, с водной стихией. И таким образом голубка выступала в роли, это называют вот медиатора, посредника, которой были подвластны все три зоны мироздания. Подводное царство, небесное, и она могла опускаться, в общем-то, и на землю, выходить по земле. Свадьба – это своего рода инсценировка, она достаточно надежно прослеживается в остинской хореографии. Это два танца, которые традиционно исполнялись один вслед за другим. Первый танец – это хонгакафт, а второй танец – это жилгакафт. Причем оба танца несут в себе свадебную семантику. Вот про хонга обычно говорят, что это танец приглашения, потому что в его названии присутствует глагол хонен – приглашать. Но хонен еще имеет значение и звать в жены. И вот в названии поезжан в остинском языке, в диалектном названии, эта семантика, она совершенно ясно прослеживается. По-иронски поезжане называются чинсхасчета, то есть те, кто привозит невесту. А по-дегорски они называются кинсхонта, те, кто приглашает девушку, те, кто зовут ее замуж. Танец хонгакафт – это та фаза, которая на языке охотников называется скрадыванием дичи. Парень и девушка танцуют плавный танец, движения у них диагональные, причем они не сближаются. Ахшартаг вышел охранять яблоню, голубка прилетела на дерево и пытается остаться незамеченной. При этом парень знает, что она должна прилететь. И девушка знает, что там сторож, который попытается ее убить. И вот в традиционных костюмах проявляется декоративный характер. Уаларта – это вот частик на рукавнике, которые пришиваются, это крылья. У девушки на костюме растительный орнамент. Он идет по всему платью, и особо это риугнаджита, это вот грудные застежки. Это дерево, это вот это самое яблоня и есть. У юноши декоративную роль играют опущенные рукава. Вот в мировой мифологии опущенные рукава – это отказ работать. Вот работать спустя рукава. В Дагестане у стариков были шубы с зашитыми рукавами. Это вот тоже показатель, что они вышли из того возраста, когда занимаются физической работой. А для Ахшартага это означает возникновение касты воинов. Это те, кто не работает. Да. Вот он первый, кто спустил рукава. И в описании, которое есть, девушка не поднимает, не смотрит на парня. Она смотрит вниз, вниз и вбок. И сами движения, они разнонаправленные. То есть они как бы пытаются друг от друга укрыться. Следующий танец – это жилга. Это уже преследование по кругу. Уже охотник заметил дичь. И там даже есть движение, когда девушка рукой прикрывается от него. Поэтому, может быть, крыло она и потеряла. Она крылом от него прикрывалась. Там же присутствует и вархаг. Потому что вархаг – это распорядитель танцев, это чегрия. Вот сейчас это звучит немного непривычно, но
На самом деле юноши не имели права приглашать девушку на танец. Девушку приглашал только распорядитель. Это был женатый мужчина, который хорошо сам танцевал и который вот как бы разбирался хорошо в этикете. А мало того, у него был особый символ вот этой власти. Это была палка с резьбой. То есть фактически это посох или это символ царской власти. Исполняя этот танец, ясным доходчивым языком воспроизводился сюжет, который лежал в основе свадебной обрядности. Были ведь попытки в нашей истории каким-то образом повлиять на традицию. Скажем, российская администрация в XIX веке, которая была заинтересована в том, чтобы население было платежеспособным, чтобы оно было способно выплачивать налоги необходимые, тоже пыталась запретить какие-то обряды. Скажем, более всего она боролась с таким обычаем, как выплата колыма за невесту. А где найдешь такой колым? Столько денег, ого! Батарбек в кузницу наймусь. Овец буду пасти. Всем сено накошу. Корзины буду плести. Эй, ходи, ходи. И до седой бороды на колым не заработаешь. Привлекались сами сельские общества, составлялись приговоры сельских сходов. Приговор – это решение. Скажем, вот мы, жители такого-то селения, отныне и навсегда постановили, что больше такого обычая у нас в селе не будет. Выступали представители остинской интеллигенции. О вредных обычаях не писали, наверное, только те, кто писать не научился к тому времени. Но, тем не менее, колым жил, оставался в быту и ушел только тогда, когда для него не осталось ни малейших вариантов для его исполнения. В годы советской власти, мы с вами помним, да, это ведь были не самые хорошие, так скажем, не самые благоприятные годы для развития национальной традиции. Нам предлагали разрабатывать новые обряды. Такая задача ставилась перед учеными. Новая свадебная обрядность. Создавались специальные структуры, писались целые книжки, брошюры. И люди, это очень авторитетные люди, они ведь искренне верили в то, что, написав такую брошюру, они своим авторитетом могут повлиять на жизнь традиции, на общественное мировоззрение и что-то в этом поменять. Конечно, ничего из этого не получается, потому что, повторяю, традиция имеет свою внутреннюю логику развития. И так просто на нее повлиять невозможно. Джамбулат. Фатима, ты здесь? Ты пришла? Да, не дай бог отец узнает. Боже, мне страшно. Не бойся. Ухаживание до свадьбы – это не подобает, потому что общество не дает возможности проявлять чувства. Общество, основанное на сдержанности. А после того, как девушка засватана, он не может проявлять чувства, потому что она уже его официальная невеста. Муж не называет жену по имени. Он либо называет ее по ее девичьей фамилии, а когда косвенно упоминает, он говорит «Мевщин», «моя хозяйка». Отец не обращается к сыну по имени. Отец сына называет Лаппу, мальчик, и не может проявлять чувств. Я думаю, что это вот больше этикетное, чем мифологическое. Хаджи! Я придумал! Хаджи! У тебя есть бурка. У Умара конь. Я тебе друг. Залезем в бурку сегодня ночью, а? Никогда ничего не крал. Свое счастье как? В современной жизни появился такой обычай умыкания девиц. Причем молодые люди искренне считают, что они исполняют традицию таким образом.
Но это не наша традиция. У осетин не было принято воровать девушек. Брак существовал только в одной форме – форме сватовства. У соседних народов бытовало две формы – сватовство и умыкание. У осетин умыкание каждый раз вызывало кровомщение. Это была травма для всего общества. То есть это было явление ненормальное. Конечно, в конце XIX века оно было распространено, но это было связано с экономическими преобразованиями, капитализацией экономики, обнищанием большого числа людей. И молодой человек стоял перед выбором. Значит, либо уплачивай колым, либо можно умыкнуть девушку. Но сегодня молодые люди, слава богу, имеют и другие варианты жизнеустройства. Поэтому вот такой обычай, он, конечно, не симпатичный. Это очень сильный шаг назад. Горская свадьба длится несколько дней. Новобрачные не присутствуют за праздничным столом. Невеста находится в женской половине дома, а жених ждет своего часа в компании друзей. Тосты в строгой определенности следуют один за другим. В них старший восхваляет небесных покровителей и произносит здравицы в честь молодых. Не была исключением и свадьба Залихан. Пиршество в недавнем прошлом, в том числе и свадебное, не знало пьянства, сквернословия и хулиганства. Удивительно, но даже захмелевшая публика избегала эксцессов. Зато было много песен за столом, величественных красочных тостов и благопожеланий, веселых рассказов и шуток. Во время традиционного застолья происходила своеобразная передача этнокультурной информации между представителями нескольких поколений. Молитвословие за ритуальным столом – своеобразный памятник гуманитарной культуры осетин. Свадебный обряд продолжает активно бытовать и в наши дни. Его современная форма воспроизводится с некоторыми отступлениями от традиционных норм, что является объективным следствием состояния общества. На протяжении XX века в осетинском обществе произошла постепенная смена ценностных ориентаций, что привело к стихийной, неоправданной перекодировке ритуального поведения. Говоря о браке в эпоху античности, этнограф Ольга Фрейденберг отмечала, что свадьба – это не событие, которое может произойти в зависимости от склонностей жениха и невесты когда угодно. Это обряд, тождественный триумфу и венчанию на царство, и его приурочение совершенно специфично. Свадьба является собой не соединяющуюся по любви и рассудку пару. Это действо победы над смертью, в котором жених и невеста – царствующие боги, и действо, происходящее в дни поединка солнца и ночи, жизни и смерти. Такое определение божественного акта бракосочетания в полной мере соответствует свадебной обрядности осетин. Почему современному человеку интересно узнавать о том, что же было тогда? Вот для чего Валентине Султановне Газдановой понадобилось озаботиться вот этой темой? Потому что это связь с нашими дедами, прадедами. Это возможность найти в прошлом культурную опору. Почему японцы не отказываются от института императора, который не сегодня и не вчера, а уже в течение многих веков не имеет никакой власти? Император символизирует мифологическую эпоху. И до тех пор, пока есть вот этот мифологический фундамент, японская нация может развиваться и остаться самим собой. Но поскольку в Осетии нет императора и нет английской королевы, единственной возможностью, которая остается, это реконструировать эти смыслы и делать их общедоступными.
и давать возможность проигрывать эти ситуации. Свадьба – это своего рода инсценировка. Она дает возможность побывать жениху побывать в роли Ахшартага, девушке в роли Дзерасы, вернуться в мифологические времена, участвовать в творении Вселенной, в появлении нового первого человека. Без этих традиционных форм, которые нас связывают с нашим прошлым, мы как народ нивелируемся, мы перестаем быть осетинами, мы становимся народом, вот, я бы так сказала, в общей черте как бы других народов, никак не выявлены, то есть никак не выявляя своей индивидуальности. И вот когда мы это очень сильно поймем, когда мы очень почувствуем, что нам никак без этого нельзя, тогда мы найдем обязательно формы, как это возродить. Ответом на вызовы глобализации со стороны традиционной культуры стало ее возрождение. Это не только у осетин. В нашем городе живет очень много представителей других народов. У нас классические диаспоры. И мы наблюдаем, что каждая из этих диаспор сегодня манифестирует именно вот такое поведение диаспоральное. То есть возрождаются национально-культурные общества, танцевальная культура, песенная культура, интерес к языку появляется, новый интерес. То есть это есть ответы на вызовы глобализации, потому что срабатывают защитные механизмы, заложенные в самой традиционной культуре. На торжественные мероприятия японские девушки одевают кимоно. Почему не западное платье? Потому что смысл богаче. И ощущение вот этой самобытности и собственной состоятельности. Соотнесение себя с этносом. Полный свадебный обряд из века в век служил для его участников своего рода испытанием сил и способностей, души и духа, а его исполнение составляло притягательную общественную обязанность, и поэтому проходило оно открыто, на людях, на виду. XX век многое прояснил в понимании психологии мужчины и женщины. Усилиями ученых приоткрылись тайники мифологии, истории, традиционной культуре. Открывая Дни Осетии в ЮНЕСКО, генеральный директор этой организации Коитиро Мацуура отметил: каждый народ черпает свои силы в культурных традициях, но достигает расцвета в контакте с другими культурами. Вот почему необходимо сохранять, популяризировать и передавать будущим поколениям культурное наследие во всех его формах.